подписчики канала Татары Мира. Мы сегодня будем разговаривать с настоящим башкиром. Ренат Абади. Сямисес, хаумасес. Самосес. Здравствуйте, хаумасес. Самосес. Самосес. Вот. Говорят, что вы в свое время создали Курултай западных или северо-западных башкир. Что вообще это за структура такая и как правильнее все-таки будет? Вот если брать материалы переписи сразу после гражданской войны, там половина башкир в качестве родного языка показали татарский язык, вторая половина башкирский язык. Сегодня я считаю, что пропорции не совсем изменились, и поэтому у меня вот возник вопрос, почему наш язык, он, как говорится, не является официальным в Республике Башкортостан. Ваш язык это какой язык? Наш язык, он совпадает с татарским языком. Северо-западный диалект? Северо-западный диалект. У меня Курултай, который я учреждал и являюсь руководителем. У нас он называется немножко по-другому. Это Курултай северо-западных, в скобках, татароязычных башкир. То есть у меня вопросов нет. А вот какой-то еще Курултай создает, но они без очень конкретизации языка. И я считаю, это попытка загнать кухню, наш язык, нашу культуру. И поэтому получается, если брать людей, многих деятелей культуры, они тоже такие же, как я, северо-западные. И политические деятели тоже самое. И потом, скажем, литературный язык был башкирский во многом утвержден постановлениями Совета народных комиссаров. Это административный язык. И поэтому сказать, какой диалект является приоритетным, очень сложно. Если большая часть людей разговаривает, то этот язык должен быть принят. Почему у марисов оба диалекта являются литературной формой? Это то же самое касается и мордвы. Почему у башкир это так? На этот вопрос я ни разу не ответил. И, к сожалению, перед переписью все нас говорят, что мы башкиры, хорошие башкиры, а после переписи мы становимся не совсем башкирами. Или башкирами? Не совсем башкирами. Это, получается, выделяет асан-башкирт и не асан-башкирт. Я считаю, северо-западный диалект – это и есть татарский язык. Почему? Потому что, когда языки раздавали комиссары, татарам они дали бугульминский язык, основа. Это и есть наш язык. А Башкирии дали ифимбайский, южный диалект. Там больше куаканский. Это меньшая часть людей им разговаривает. Тогда владели около 40 тысяч всего лишь. И вся литература на нашем языке была. То есть язык 40 тысяч людей распространили, да. Тогда, насколько тогда численность башкир была настоящая? Где-то, наверное, 1,5 миллиона. Ренат Абади, скажите все-таки, вот северо-западный диалект и татарский язык, что из них является родным языком для западных башкир? Для западных башкир родным языком является, конечно, татарский язык, но есть определенные диалектные формы, но оно не только, как говорится, для башкир, но и для татар. Вот вся западная Башкирия и восточный Татарстан, вот говорят, часто же звучит у нас. И потом хоть-маем, бармаем. Только вот это вот. Расскажите, пожалуйста, вот вы создали Курултай западных башкир. Когда и зачем? Вот мы создали в 2005 году, потому что определенные силы начали говорить от имени башкир, узурпировали вот это право. И чтобы нас тоже услышали, что мы тоже башкиры. Почему? Потому что очень часто говорят
Вот башкиры, вы потеряли язык и так далее, а нас вообще не спрашивают. Вас, западных башкир. Да, на каком языке мы хотим говорить, на каком языке наша культура развивается и так далее. Об этом как-то разговор нет. Я многократно в дискуссиях об этом говорил, что мы должны иметь равные права. И самая суть проблемы, которой мы не можем соглашаться, башкир делят на два сорта. Есть первосортные, это восточные башкиры, и второсортные мы. Это нас не устраивает. Интересно. А вот вы говорите, то есть вот в 2005 году все-таки какие обстоятельства, какие-то политические события происходят? Потому что уже как 3 года прошло после переписи, а до следующей переписи тоже далеко. Какие условия-то, какие обстоятельства послужили для вас толчком к действию? Но в то время как раз были какие-то акции от имени башкирской молодежи, вот барабанами и так далее. Имеете в виду? Да. Чтобы они не узурпировали право говорить от имени башкир. Вот мы поэтому и собрались. Сколько человек вы смогли собрать в вашу организацию? Ну, человек 50 было. А кто эти люди? Но в основном это люди, представители интеллигенции. Может быть, назовите какие-нибудь имена, фамилии, чтобы мы тоже вспомнили и не забыли этих личностей. Я лучше не скажу, потому что без, как говорится, согласования с ними как-то не совсем этично, наверное. Слушайте, а расскажите, вот вы где родились, какой район, какая у вас деревня? Я из деревни Нижнезаитова Шаранского района Республики Башкортостан. Официально наша деревня смешанная. Есть татары, есть башкиры. Мы все между собой родственники, но кладбища даже у нас разные. Как говорится, есть татарское кладбище деревни, есть башкирское кладбище. Но тем не менее мы всегда живем дружно, и мы считаем себя одной нацией, одним народом. История это, возможно, есть какие-то различия, а культурных различий у нас нет. А почему тогда вы все равно себя чувствуете башкиром, если культурно вы не отличаетесь? По языку у вас один язык. В чем ключ, в чем суть вашей идентичности? Вот я учился в аспирантуре с Исхаковым Дамир Мавлавиевичем. Это где, в Москве? В Москве. Отличие между мною и им было в том, когда мы суп варим, мы сначала мясо едим, он тукмаш ест. Другого я не заметил. Сколько примерно, численность какова западных башкир? 100, 200, 300, 500 тысяч? Я считаю, где-то, наверное, 500-600 тысяч. Очень много. На северо-западе? Да. Крипто, это, как называется, северо-западные, которые скрывают, они называют себя этими восточными башкирами. На самом деле они западные. Я очень многих людей выявлял. Вот у меня был Мансур, Аюпов, много разговоров. Мансур Аюпов – это бывший госсекретарь, один из идеологов, это как монополии восточного диалекта. У него, оказывается, отец, это, как говорится, нашей национальности. И вот я ему говорил, кто он. Почему? Потому что у нас национальность передается по отцу, и поэтому он, даже если мать у него этот восточный язык, а отец западный, да. Скажите, вот вы себя чувствуете западным башкиром, то есть комфортно вам, да, получается? А как вы смотрите на сегодняшние попытки привязать к башкирской идентичности племенную идентичность? Племенной идентичности очень сильно запутались. Почему? Потому что если брать многотомник, оказывается, наша деревня – это
племени киргизов, но об этом в деревне мало кто знает, я хочу сказать, потому что племенная идентичность, она стерлась. И второе, вот пошла после этого еще башкиры Шаранского района, а там нас уже записали кипчаками. Вот кто занимается этим делом, что-то путаются они постоянно, и поэтому звучат не совсем убедительно. И потом они хотят башкир этот признать, что очень архаическим обществом. У них получается башкирские роды, племена, что там кровно-родственные вот эти вот кланы, как будто. А уже это была давно соседская община. И поэтому в этих соседских общинах кто соседствовал, мы не знаем. Поэтому есть башкиры из Чувашии, и из Марисов, и даже из Бабылей есть. А в Бабыле вы знаете, что в основном это были русские. То есть правильно ли я вас понимаю, что башкирцы это вами понимается как сословие? Больше, наверное, сословие. Почему? Потому что мы считаем, что мы нагайского корня, происхождения и так далее. Вот языковые особенности тоже у нас от нагайского и так далее. Но сословные мы башкиры. Мои предки были старшины, они заметные люди были в башкирском обществе. Возможно, мы бы были больше башкирами, если бы нас не пытались сделать второсортными башкирами. Мы считаем, лучше, чем быть второсортным башкиром, может быть, лучше стать первосортным татарином. Скажите, пожалуйста, а на западе Башкирии, откуда появились западные башкиры? Там были нагайцы. И после прихода русских, это значит, было создано башкирское войско, это в 18 веке и так далее. И возникли вот башкирские волости. И было престижно стать башкиром. Почему? Потому что в нашей вот деревне башкиры имели 25 гектаров на душу, это на мужчину, а татарам на семью 2 гектара давали. И поэтому переписываться из татар башкиры было достаточно сложно. У нас в Казани есть, можно сказать, ведущий идеолог Татарстана, сейчас он, правда, уже не так, наверное, заметен, Рафаэль Хакимов. В свое время он публично делал некоторые заявления, определяя башкир всего лишь как таким, знаете, неким субэтносом татар, что ли. И за это вполне справедливо и логично настоящие башкиры, которые себя считают башкирами, уверены в этом, и вообще они как нация, обиделись на него. Как вы относитесь к Рафаэлю Хакимову? Рафаэля Хакимова я знаю, и он меня хорошо знает. Он, как говорится, для меня небольшой авторитет. Почему? Потому что... Небольшой? То есть небольшой, да, небольшой авторитет, скажем, интеллигентно. Почему? Потому что в 1999 году как раз решался, когда вопрос о судьбе татарского языка в Башкирии, он нас предал. Я об этом говорил по радио «Свободы». Он, конечно, говорил, что он не предал, но я считаю, это мое мнение, что он предал. Почему? Потому что он встречался тайно с Аюповым, госсекретарь Мансур Анварович. И после этого активности со стороны Казани мы не видели. Более того, начали звучать такие призывы, что в Башкирии должен быть один государственный язык, кроме русского. Это башкирский язык. То есть это наши требования о признании татарского языка вторым государственным языком. Оно не получило должной поддержки со стороны Казани. Мы только опираясь на собственные силы. Я был руководителем как раз оппозиционной фракции, контролировал на треть депутатских мест. Это где? В этом В парламенте Башкортостана? Да, в Курултае первого созыва. Это партия справедливости и порядка Республики Башкортостан. И мы консолидированно голосовали как раз за татарский
за государственный статус татарского языка, но мы не могли пропустить своего, потому что только одна треть, многие татары, к сожалению, нас не поддержали. Нас поддержали и депутаты, члены партии из числа русских, и из числа башкир тоже. И потом многие подходили после, когда уже прошли годы, что я был прав, надо было меня поддержать. Как вы думаете, почему все-таки Рафаэль Сибгатович занял такую позицию, что, я так правильно понимаю, не поддержал вашу политическую инициативу сделать татарский язык государственным языком в Башкортостане? У них философия была с самого начала, политическая философия была неправильная. Они вот татарстанские нации, татарстанская общность, многонациональный народ пошли вот как советский народ создавать. Вот это было неправильно. То есть в Татарстане... Хотя в Конституции написано, что Татарстан несет ответственность за культуру татар во всем, как говорится, мире. Да. Но вот это он почему-то это забыл. Я считаю. Он забыл Конституцию? Да, норму Конституции. Ренат Абы, а расскажите, пожалуйста, как вообще вы созрели вот к концу 90-х годов, чтобы татарский язык сделать государственным? У нас до времен Шакирова этот язык татарский имел государственный статус, равный и так далее. Песни вот исполнялись. Татарская песня, башкирская песня. И одни и те же певцы пели и на татарском, и на башкирском. Ничего плохого я не вижу. И вот какие-то темные силы вот все же начали создать раздрай. Я считаю, это специально, это враги России, единства и так далее, которым не нравится сильная Россия. Вот они пытаются унизить татар и сейчас башкир за то, что они татароязычные. Вот если сказать по культуре, мы, конечно, сейчас татарского мира. И поэтому, получается, даже те люди, которые себя позиционируют как восточные башкиры, вот певец Юльякшин и так далее, он же ездит в Казань и поет там песни. Но он в последнее время отказался ездить. Ну, сказать это временно, мне кажется. А вот кто инициативу первую вот эти заявил публично? А что за партия, что за движение, что за организация? Что ну, это в 99-м году это мы. Это, как называется, партия справедливости и порядка Республики Башкортостан, руководителем которой был я. Что это за партия? Можете рассказать? Потому что мы в Татарстане вообще не знали, что, оказывается, такая партия есть. Ну, по крайней мере, те, кто вот сейчас живут, они вообще, наверное, не помнят. Это оппозиционная партия, она объединяла около 3000 человек. По всей республике. По всей республике, представителей разных народов. Вот у меня очень активные люди, заместителем был Быков Петр Михайлович. Он после этого обозначился, он и сегодня очень активный. Движение «Антикроншпан» фактически он возглавил и держал. Вот и сегодня... Кроншпан – это, по-моему, ваш завод, который делает фанеру, и, я так понимаю, от него есть угроза экологии, да? Да. Вот у нас люди, вот они и сегодня не ушли далеко от политики. Это действительно политически активное сейчас население, интеллигенция было собрано туда. И мы на общедемократических основах хотели решать все вопросы. Мы видели, что Рахимов ведет республику не туда, о коррупции тоже это было замечено и так далее. И многие, как говорится, правозащитные акты мы тут тоже проводили, защищали этих политических заключенных. То есть это буквально, в цивилизованном смысле это была политическая партия, региональные партии. Потом запретили региональные партии. Партии должны быть только федеральные, получается. Да. Ну, то есть с региональным отделением да, России. Да. А у вас не было идеи, например, влиться в какую-нибудь
федеральную партию? Близкую вам, наверное, идеологически. Может быть, не совсем вы ее поддержите, но... Но мы тогда верили в Единую Россию, и поэтому мы с партией мусульманских Рифахом были в составе Рифаха. Мы сначала влились в Рифах, потом Рифахом влились в Единую Россию. И когда мы участвовали в первых выборах, когда Муртаза Рахимов был, как говорится, оппонентом Единой России, мы против него, мы его победили. И когда после выборов меня пригласили, и когда увидел, что там в президиуме сидит Муртаза Рахимов, и они создали вот единую партию, я плюнул и ушел. На ваш взгляд, вот сегодня в Башкортостане что должно произойти, чтобы все-таки татарскому языку получилось стать государственным языком республики? Честные выборы. Вот в 2003 году, когда была реальная угроза, что Муртаза Рахимов не пройдет, он и не прошел, тогда он заговорил о придании татарскому языку государственного статуса. Если честно... Такой политический маневр получается, да? Такой циничный. И потом он забыл это. Если честные выборы будут, уже сразу татарский язык получит государственный статус. Раз в Башкортостане закон о языках рассматривался в конце 90-х годов, хотя в Татарстане это было начало 90-х годов, почему такая разница, почему такой рассинхрон? Почему вы так долго созревали к тому, чтобы определить свой государственный язык? Они ждали, пока укрепится власть Муртазы Рахимова. Почему? Потому что если бы пропустили закон о языках, это значит по последним созыве Верховного Совета Республики Башкортостан, который еще при коммунистах, это невозможно было делать. Почему? Потому что там татароязычных депутатов было очень много, они были достаточно активны, они еще хотели создать вот тымазинцы, дюртюлинцы, группу зерно и нефть, чтобы обозначить, чем богата северо-западная земля и так далее. Это запретили им, конечно. Но потом было определенное шевеление вокруг фигуры Мусина, это главы администрации Дюртюлинского района. Потом его как-то загадочно убили и так далее. Пока власть не оказалась в руках Муртазы Губайдуловича, этот вопрос они не поднимали. Конечно, тот с самого начала за государственный статус татарского языка Давайте мы говорил. Определимся, в ТОЦ в Татарстане или отделение в ТОЦ в Башкортостане? ТОЦ у нас это достаточно самостоятельный, как говорится, организация, юридическое лицо имеет, она с самого начала был за этот. А наоборот, там как раз со стороны Казанский ТОЦ были какие-то веяния, что надо только башкирский язык, Башкирии. Серьезно? И такие тоже были. Скажите, пожалуйста, а кто от имени в ТОЦ, в Татарстане, практически выступал только за башкирский язык, как государственный язык Башкирии? Ну, я сказать, что яркие какие-то фигуры были, не могу сказать, но какие-то вот были. Фаузия Байрамова, она была руководством или не была, я не знаю. Она была заметным лидером, заметным. Да, она тоже самое говорила о том, что вот Башкирия, башкирский язык. Почему-то у них приоритет какие-то политические, как это, может быть, антимосковские какие-то проекты хотели они реализовать. Но и считали, что сдать вот интересы, как говорится, признание татарского языка государственным, это актом политической мудрости, это невозможно. Вот для татар и татароязычных башкир это невозможно. Почему? Потому что это считаю, что мы должны отказаться от своих предков. Мы так считаем. Я вот лично тоже, мне говорили,
что я потерял язык и так далее. В 1975 году я переговорил с этим тетей, сестрой моего деда, а мой прадед Гатаулла, он родился в 1840 году. Он был абсолютно необразованный человек, мадраса не ходил. Я спросил у тетки, говорю, на каком языке говорил наш прадед? Она сказала, прадед говорил на татарском языке и лучше, чем мы с тобой. И после этого, если я до этого сомневался, может, действительно думал, язык поменялся, я уже после этого у меня никаких нет сомнений. Кстати говоря, сейчас в соцсетях, в СМИ принято называть тот язык, который был до революции, на котором, в принципе, говорили татары, тюрки, поволжье, да, называть старотюркским языком. Заки Валиди как будто не на татарском языке писал, а на старотюркском языке писал, да? Что за вот эта вот игра? У вас есть какое-то понимание все-таки? Старотюркским он не был, он был старотатарским языком. Почему? Потому что если мы его обозначим старотюркским языком, значит общий язык и для узбеков, и для турок и так далее. У турок был свой язык, это османский язык называется, а у нас именно был старотатарский язык. Я считал сам самостоятельно книги на старотатарском языке. Они издавались, как-то несколько экземпляров было. И мне это очень помогло во время учебы в Москве в аспирантуре. Почему? Потому что практически я сходу разговаривал и понимал этот язык наших братьев-азербайджанцев. Я понимал язык уйгуров, узбеков, сибирских тюрок и так далее. Почему его принято называть старотатарским все-таки? Но там старотатарский язык. Почему? Потому что это до реформы языковой. Когда они выкинули очень много вот персидских заимствований, арабских заимствований и так далее. Вот заимствования и сокращения, это они же происходят и сегодня. Вот если взять слово «тамам», мы говорим очень мало, а арабы и, как говорится, туркоманы, каждое предложение свое завершает словом «тамам». Что оно значит мексически? Да, оно все означает «тамам». Все? Да. Конец, да? Да. Я могу сказать еще интересную вещь. Однажды мы лифт сели, и человек 15 там были курдов, которые говорят на своем языке, и мы решили их по советскому принципу наказать. Раз они на своем языке, мы думали, что они должны были говорить по-русски, потому что мы курдского языка не знаем. Мы заговорили с ним, Дамир Мавлавичем Исхаковым, на татарском языке. И вдруг курды, абсолютно тишина, и нам по-татарски говорят, вы откуда знаете наш язык? Оказывается, вот это вот туркоманы, а их же тоже не было вдруг. Как война в Сирии началась, и появились какие-то туркоманы. Вот эти туркоманы, все же отличие у них состоит в том, что они очень хорошо говорят по-татарски. И то же самое есть. То есть можно найти общий язык? Это понятно, это они сами не отличают наш язык и их язык. Вот есть табризский диалект, есть бакинский диалект. Бакинский диалект азербайджанского языка, он нам сложный для понимания. А табризский язык и нахичеванский диалект очень близко к нам. Татарскому языку. Я в Турции, когда отдыхаю, я телевидение смотрю, газеты читаю. Свободно. Вот это вот, и что я прочитал пару книг на старотатарском языке, вот такие способности создает. Пожалуйста, вы сейчас кем работаете? Вот чем занимаетесь? Вот, ну, какая у вас организация, структура, что там? Я занимаюсь наукой. Я доктор экономических наук, профессор Гатауллин. Один из авторов экономических реформ Республики Башкортостан. Автор 20 законов, 86 законов федеральным
я дал предложение. А реформ каких годов? Начало 90-х годов, переход на рыночные отношения. Сейчас вы что исследуете? Какие вопросы? Я сегодня исследую территориальные проблемы. Вот сегодня мною выявлено впервые о существовании, как называется, Альметьевско-Октябрьской агломерации. Вот в вашей стратегии пишется о Альметьевско-Бугульминской агломерации. А у нас пишут о Тымазинско-Октябрьской агломерации. Вот по моим расчетам никакой Альметьевско-Бугульминской агломерации нет. Она не соответствует экономическим параметрам, требованиям. Так же, как Тымазинско-Октябрьской агломерации тоже нет. А если совместно брать двухцентровые и так далее, она полностью отвечает требованиям агломерации. Это если мы будем признавать, это значит, мы должны создать на стыке двух республик инфраструктуру. Это значит, аэропорт должны, связь и так далее. Это где-то здравоохранение, сотрудничество больше должно быть. Сегодня вот из Октябрьской людей везут Уфу лечиться. Вот люди умирают на дорогах и так далее. Но зачем это делать? Можно же в Альметьевск привезти. Вы к этому? Можно и сейчас Альметьевский, можно в Октябрьском тоже создавать какие-то и так далее. Там очень близкое расстояние. Вот если брать эту агломерацию, вот как раз эта агломерация наиболее татарские получается. Там доля татарского населения более 50%. Сейчас же люди скапливаются в агломерациях. Я вот Казанский, у вас принята агломерация. Выделять, да. Да. Потом вот Альметьевские агломерации. Потом Челнинские агломерации. Вот Челнинская агломерация, она тоже немножко шире. Она включает и город Сарапул, и наш Нефтекамск, и Янаул, и так далее. Это Камская большая агломерация. Там 2 миллиона человек. Это один из самых крупнейших агломераций европейской территории России. Нам надо взять, исторически же оно, развитие было именно таким образом. Ну, Уфимская агломерация. Слушайте, а вот я вас слушаю, а вы не ведете к тому, что нам нужно полностью отказаться от границ между Татарстаном и Башкортостаном? Я этого не говорил. Но, по-моему, вы это имеете в виду. Но границы, они были чисто номинальные в условиях административно-командной системы. Вот когда Октябрьский строили, железнодорожные станции и, как говорится, ТЭЦ, Урсах это было и так далее. Вот на границе оно все создавалось. Сегодня вот Башкирия в недрах Татарстана добывает 1,5 миллиона нефти. Что, у вас нет своей мощности, что ли? Нет. Просто с нашей территории это более выгодно добывать. И поэтому, получается, эти связи никуда не делись. И абсолютизировать, вот Берлинскую стену создать, я против. Это экономика против. Это рыночные отношения против. Почему? Потому что во всем мире уже давно существует единый рынок, единое социальное пространство. Люди ездят везде и так далее. И унификация сферы образования идет.